все самое важное за эту неделю. Общественный совет и Совет государственный в Ухте обсуждают законопроект о QR-кодах. Загубленные жизни правоохранителей об историях кладменов и употребляющих наркотики детей. 3 победителя из Ухты местных жителей наградили за раннюю уплату налогов. И «Голос Родины» и Дни национальных культур. Нужные проекты для современных школьников. Подробности прямо сейчас. В четверг, 25 ноября, в администрации прошло заседание Общественного совета. В числе прочих вопросов на встрече обсудили требуемые теперь в общественных местах QR-коды. Это, пожалуй, самый обсуждаемый вопрос. Коды уже спрашивают, к примеру, при посещении развлекательных заведений. На Общественном совете также озвучивали ситуацию, когда родители не пускали в городской дворец культуры, чтобы встретить детей с дополнительных занятий. QR-коды, которые выдаются привитым и переболевшим, в одночасье стали темой номер 1, в том числе и в правовом поле. В Государственной Думе был подготовлен законопроект о QR-кодах, который может изменить федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Проект документа разослали по регионам с целью получить отзыв. В Государственном совете Коми его уже рассмотрели. Ухтинский депутат Госсовета Александр Гайворонский отметил, что предложение, сформулированное от Коми, сделают законопроект достаточно вариативным. Так депутаты предлагают оставить возможным проход на мероприятие по результатам ПЦР-тестов, а также выдать коды людям с высоким уровнем антител. Есть большая категория людей, и я знаю, что именно это тоже вызывало абсолютно какой-то негатив, что мы переболели, у меня уже антитела, а мне никто не выдает тот самый сертификат, соответственно, и у меня не будет QR-кода. Мы тоже об этом сказали и тоже предлагаем, и, насколько я знаю, и глава республики пошел навстречу с точки зрения профинансировать, чтобы люди бесплатно сдали этот тест, значит, определили свой уровень антител, и если он действительно высокий, чтобы человек получил тот самый сертификат. Помимо этого, в республике создадут межфракционную комиссию, которая продолжит работу над предложениями в законопроект. Теперь его будут слушать только в первом чтении. Он и дальше будет дорабатываться. Но часть общества все равно сомневается и в правомерности практики введения QR-кодов, и в необходимости. Общественный совет, заседавший 25 ноября в администрации, после довольно эмоционального обсуждения констатировал: понятно, что ничего не понятно. Просто потому, что никто так и не может доходчиво объяснить все нюансы процесса. Ведь QR-коды требуют уже сейчас, согласно указу главы Коми. На сегодняшний день, как вы все увидели, на заседании нет определенной позиции у общественного совета, и нету ясности, и по QR-кодам нету. Есть, получается, есть указ главы республики, но у некоторых проверяющих, например, нет полномочий для этого. Поэтому сегодня вопрос остается в висячем положении. Мы будем это обсуждать. Как мы на заседании определились, наверное, объединимся с депутатским корпусом, проведем круглый стол, где нам, наверное, разъяснят эти определенные вопросы. Депутат Госсовета от Ухты Александр Гайворонский отмечает, система, даже если ее и введут на законодательном уровне, не будет использоваться постоянно, а будет включаться только при необходимости в отдельных субъектах согласно закону. Поэтому здесь нет никаких противоречий. Надо, коллеги, просто рассказывать людям, что это такое. Это не присвоение какого-то номера какому-то человеку. Вся эта система, мы QR-кодами, извините меня, вы тоже пользуетесь им повсеместно, я не знаю. Я сегодня налоги платил, кстати, со ссылкой на QR-код. Общественники Ухты, в свою очередь, считают, что система QR-кодов не остановит пандемию, так как является необъективной. Теперь они собирают подписи за отмену QR-кодов, чтобы отправить с письмом в Госдуму. К слову, авторы общественной инициативы отмечают, что они не против вакцинации и иммунизации. На территории нашей страны проходит профилактическая операция «Дети России». В рамках программы сотрудники таких ведомств, как МВД и Следственный комитет, приходят с лекциями к подросткам, чтобы рассказать о реальных историях тех, кто пошел по кривой дорожке. Их ровесниках, привлеченных за распространение или хранение наркотиков.
На самом деле проблема больше, чем кажется, отмечают правоохранители. Если несколько лет назад подростки пробовали из любопытства, то теперь они идут работать кладменами, чтобы разбогатеть. Им обещают легкие деньги. На самом деле результатом становятся реальные сроки. После задержания подростки говорят: хотел купить компьютер, велосипед. Один юноша хотел порадовать свою девушку. Решил там 2 недели поработать по Ухте, значит, по тайникам, по раскладу наркотических средств. И он был установлен, обнаружен, задержан, и тем самым в отношении него уголовное преследование сразу было осуществлено. И понес он наказание суровое, ему дали реальное лишение свободы, ему было 16 лет, но, как говорится, снисхождения никакого он не получил. Из любопытства они не только продают, но и употребляют наркотики и втягивают в порочный круг своих друзей. Сначала берут на слабо, часто также из желания наживы. Первая доза сверстники друг друга угощают бесплатно. И за этим идет уже череда. То есть он берет у него деньги и дает ему, конечно же, наименьшую дозу наркотика, потому что большую часть наркотика он забирает себе, или его так называемо бодяжит, перемешивает с любыми другими веществами. Мел, таблетки, любой порошок, хоть стиральный, то есть это даже угроза для жизни может быть. Сотрудник МВД отмечает, дети на лекциях часто спрашивают, почему сроки такие большие, больше, чем за убийство человека. Что они слышат в ответ? За делом о распространении наркотиков часто стоят десятки загубленных жизней. И тех, кто употребляет, и тех, кто оставляет часть своей молодости за решеткой, а потом не может устроить свою личную жизнь так, как мечтал раньше. Судимость в нашей стране как черная метка. Часто за такими преступлениями стоят и жизни родных, особенно родителей, которые, как правило, не в курсе, что ребенок употребляет, хранит или распространяет наркотики. Буквально на прошлой неделе в Ухте были задержаны 2 юноши. Оба привлечены по уголовной статье. Обоих ждет суд. Парням всего по 16 и 17 лет. Подозревается, обвиняется в совершении незаконного приобретения и хранения наркотических средств. 2 уголовных дела – это 2 парня, один из поселка Водный, другой из поселка Ярига. Пошли они в лес, чтобы забрать там закладку с амфетамином, это психотропное вещество. И, однако они были задержаны сотрудниками полиции, это все, их деятельность была на этом пресечена. Как отмечают оперативники, часто при задержании несовершеннолетние начинают качать права. Дескать, просто гулял, что вы мне сделаете? Даже не понимая, что правоохранители наблюдают за их деятельностью давно, что срок может быть реальным и довольно длительным, что спрос с них совсем не детский. Уже позже они понимают, что стали всего лишь маленьким винтиком в чьем-то бизнесе, и их свободой люди повыше просто пожертвовали как чем-то незначительным. Только в этот самый момент становится слишком поздно. К примеру, санкция статьи 228 прим. 1 «Производство, сбыт или пересылка» до 20 лет лишения свободы. В Республике Коми уже 3-й раз провели акцию «Оплачивай налоги и получай подарки». В ней приняли участие все граждане, которые досрочно до 31 октября заплатили имущественный налог. Одной из победительниц стала ухтинка Евгения Жукова. О том, что ей положен приз из-за того, что она просто увидела уведомление о налогах и оплатила, как обычно, ухтинка узнала уже после. О конкурсе не слышала и даже не сразу поверила. Если честно, пришел налог на сайт налоговой службы, сразу оплатила, то есть даже не смотрела какие-то там даты, когда надо оплачивать. Про конкурс ничего не знала, хотя говорят, 3-й год. Теперь буду знать, буду участвовать, постоянно пытаться. Оплатила и позвонили с управления налоговой службы города Сыктывкара 12-го. Условиями участия стала досрочная оплата налога, а также ее способ – с личного кабинета налогоплательщика, но с подтвержденной записью госуслуг. Те, кто использовал такую схему оплаты, автоматически стали участниками конкурса. В этом году приняло участие около 25 тысяч жителей нашей республики. Это почти 2,5 раза больше, чем в прошлом году. До этого, в предыдущие 2 года, победителей среди ухтинцев, и жителей, получается, администрируемой зоны нашей инспекции не было.
Помимо Евгении Жуковой в Ухте оказалось еще 2 победителя. Всего же их 10. Центр информационных технологий в Сыктывкаре случайным образом отобрал десяток ИНН. Владельцы стали победителями. Также в акции повезло 5 сыктывкарцам, 1 воркутинцу и 1 жителю Усинска. Всем им достался подарочный сертификат на 3000 в интернет-магазин электроники. В школе номер 5 реализовали 2 проекта с национальным колоритом. Об одном из них, «Голосе Родины», мы уже рассказывали ранее. 35 школьников записали на радио стихи коми-авторов. Таким образом, ребята поздравили любимую республику с юбилеем. Декламацию школьников горожане могли услышать на радио, также ее слушали и в классах во время уроков. Амены муса вадервич, дарас кышьель вот не позже. Амены муса ой дамью, да пемы твер мед абу помыс. А татек вошта коку вму и рожа греш минлоа донес. Во время нашей первой съемки педагог коми-языка 5-й школы отметил, что был период, когда к речи коренного народа республики относились с пренебрежением. Так что даже сами носители языка стеснялись его использовать. В последние годы все изменилось. Коми перестали считать родную речь чем-то постыдным, а в «Голосе Родины» приняли участие дети, которые язык учили с нуля. Сама школа номер 5 направленно стала заниматься популяризацией коми-культуры. Для нас, когда мы открывали школу с этнокультурной направленностью, изначально была первая цель – это, естественно, популяризация коми-языка, культуры коми-народа, но и других народов, проживающих на данной территории Муго-Ухта. Именно с этой целью по инициативе национальной культурной автономии грузин Руставели создан еще один проект – Дни национальных культур в школе номер 5. Авторы создали 6 видеороликов, презентации отражают самобытность разных национальностей и показывают красоту их костюмов, танцев, речи, прикладного творчества. В проект вошли национально-культурной автономии татар, башкир, белорусов, грузин, коми и единственных в республике исконно русскоязычных устцелемов. Это видео уже посмотрела часть школьников. Реализация будет продолжаться до конца учебного года. Как отмечает Янина Оплеснина, ребята очень положительно реагируют на проекты такого формата. Результат этой работы радует и педагогов. Учебные материалы можно будет использовать не 1 год на занятиях с этнокультурной направленностью. В выставочном зале Ухтинского историко-краеведческого музея открылась новая выставка. Она посвящена людям, сделавшим немалый вклад в историю Ухты. Это целая галерея почетных граждан Ухты кисти Валерия Шустова. Сам автор, заслуженный работник культуры коми и член Союза художников СССР, к сожалению, ушел от нас в апреле 2019 года. Но оставил немалое наследие, увековечив не только свое имя, но и имена и лица людей, вложивших годы своей работы на благо города и его жителей. Особую значимость в написании этих портретов, и это можно даже увидеть сегодня, играл тот факт, что Валерий Семенович со многими из своих героев, чьи портреты он писал, был знаком лично. Конечно, многие из этих людей прошли очень серьезный путь, и лагеря, и Великую Отечественную войну, столкнулись с многими трудностями, но это действительно люди, личности с большой буквы. Как отмечал сам автор, он по-особенному относился к работе над портретами. Считал, что в них должен отражаться характер героя. Так появились 30 портретов руководителей города и горожан, которые носят статус «почетный гражданин Ухты». Само звание было учреждено горсоветом в конце октября 1973 года перед датой присвоения Ухте статуса города. С того времени появилась традиция присуждать почетное звание именно к 20 ноября. За период с 1973 по 2021 годы в Ухте этот статус получили 39 человек. Лица большинства из них теперь запечатлены на полотнах Шустова. Долгое время галерея размещалась в администрации города. Теперь же каждый желающий может познакомиться с выставкой в выставочном зале музея по адресу Мира 1. Экспозиция будет работать до 3 декабря.
Финский клуб «Кайтен» вернулся из города Псков. Там проходило первенство и чемпионат Северо-Западного федерального округа по кудо. Кудо – современный и активно развивающийся спорт, претендующий на включение в список олимпийских видов. Отличается от всех прочих единоборств формой, а именно специальным шлемом, который обеспечивает защиту и позволяет целый спектр ударных техник – руками, ногами, локтями и даже головой. В Ухте он развивается последние несколько лет тренером и действующим спортсменом Денисом Кривощековым. Именно он отправился со своими учениками в Псков. С задачей спортсмены справились отлично. Как отмечает руководитель, результат стопроцентный. Значит, наш клуб существует уже 5 лет. Но только с 2018 года мы перешли официально в Федерацию кудо России и начали развивать и популяризировать данный вид спорта на территории Республики Коми. Все участники, конечно, не прямо отработали идеально, но все участники зашли на пьедестал, то есть все ребята пробились в призы, но кому-то чуть-чуть где-то не хватило напористости, кому-то где-то немножко не хватило, может быть, какой-то уверенности в себе. С учетом того, что многие ребята бились в первый раз на соревнованиях такого уровня, я считаю, что результат очень неплохой. Сам Денис Кривощеков вернулся в Ухту с серебром чемпионата. 4 из 5 выехавших на соревнования учеников взяли первые и вторые места. Это автоматически стало пропуском на следующий уровень – всероссийские соревнования. В группе, покорившей Псков, оказались не только юноши. Несмотря на обширный перечень ударных техник, кудо полюбился и девушкам. Одна из них взяла свое золото Северо-Запада. Юлии Ешан всего 15. В кудо она с 12 лет. На вопрос, что нравится в этом виде больше всего, миниатюрная школьница отвечает – бить соперника ногами по голове. Нет, соперники были непростые. Хорошо дрались. Волнение было только в день самих соревнований, а так его не было, на что я была очень удивлена. А подготовка была очень жесткая такая, мне было трудно. Но ежедневные двухчасовые тренировки оказались результативными. Юлия стала первой среди девушек 14-15 лет в соотношении рост плюс вес до 200 единиц. Помимо Юлии, золото в Ухту привез и Артем Власенков в группе 16-17 лет. В той же возрастной группе, но в другом коэффициенте силы серебро получил Иван Елфимов. Среди юношей помладше 12-13 лет отличились Вячеслав Набатов, у него первое место, и Юшков Никита, который взял бронзу. Теперь ребята, прошедшие на Россию, готовятся к соревнованиям в Москве. Они пройдут 19 декабря. «1 декабря в России наступает срок уплаты имущественных налогов. Что делать, если гражданин допустил просрочку, не получив уведомления? Как заплатить налоги?» Хочу отметить, что налогоплательщики не всегда допускают просрочку намеренно. Зачастую они просто не могут разобраться в начислениях или не могут оплатить налоги непосредственно с сайта. Поэтому вы всегда можете обратиться в налоговую инспекцию, позвонив, либо придя лично. Помимо этого, на сайте Федеральной налоговой службы у нас есть промо-страница, которая так и называется «Налоговое уведомление», которая дает ответы на часто повторяющиеся жизненные ситуации. Уведомления с начисленными суммами налоговая инспекция рассылает налогоплательщикам самостоятельно. При этом эти налоговые уведомления приходят не позже, чем за месяц до срока уплаты. При этом, если у вас начисленная сумма меньше 100 рублей, то такое налоговое уведомление придет вам в следующем году, без санкций на просрочку, соответственно. Каким же образом отследить и найти или получить это налоговое уведомление? Во-первых, нужно отслеживать информацию, которая у вас отображается в личном кабинете. В личном кабинете есть вся информация по начисленным налогам, а также по их объектам. Во-вторых, при отсутствии личного кабинета налогоплательщик получает заказное письмо по почте. То есть чаще проверяйте свои почтовые ящики, либо обратитесь в ближайшее почтовое отделение. Хочу отметить, что если плательщики уклоняются от получения таких заказных писем, согласно законодательству считается, что вы все равно их получили. Каким образом можно уплатить налоги? Есть разные способы. Самый быстрый, продуктивный и законный – это оплата налогов через личный кабинет физического лица на сайте Федеральной налоговой службы. То есть это быстро довольно-таки, не надо вам распечатывать квитанции, не надо бежать в банк, не надо заполнять реквизиты. Все это делается автоматом непосредственно в личном кабинете. При этом вы можете быть уверены, что ваши денежные средства уйдут по назначению без ошибок в реквизитах. Помимо этого, вся информация о ваших платежах отображается в ленте «Это история операций».
Если у вас на руках есть непосредственно налоговое уведомление, то вы можете, также воспользовавшись сайтом Федеральной налоговой службы, оплатить налоги через сервис, который так и называется «Уплата налогов и пошлин». Помимо этого, у граждан есть возможность воспользоваться единым налоговым платежом. Денежные средства туда могут поступать в любое время, но при наступлении срока уплаты имущественных налогов и неудержанного НДФЛ, а именно не позднее 1 декабря, данная сумма будет списываться в счет уплаты налогов. Поэтому обращаю ваше внимание, отслеживайте свои начисления и платите налоги вовремя.